визнали це на рівні постанови Верховної Ради України. Пане Ющенко, це ж президент, який якраз таки показав в середині 2000-х, що ми взагалі не росіяни. Поселок Алды – это общеизвестный факт, вырезан целый населенный пункт ОМОНом. Этот ОМОН финансировал Ходорковский. Для обеспечения функционирования ичкерийского государства в изгнании. Як український парламент засвідчуємо своє велике і поважливе ставлення. Инициировать принятие Украины обязательств по представлению интересов граждан Чеченской Республики Ичкерия на территории третьих стран. Приветствуем зрителей и слушателей на канале iNews, Ичкерия News. В эфире Вестник Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия. В Киеве 1 ноября 2025 года состоялась конференция, организованная Верховной Радой Украины и правительством Чеченской Республики Ичкерия, посвященная трехлетней годовщине постановления Верховной Рады Украины от 18 октября 2022 года о признании Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной Россией. Тема «Северный Кавказ как рубеж безопасности Европы». В конференции приняли участие Руслан Стефанчук, председатель Верховной Рады Украины, Александр Корниенко, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, Виктор Ющенко, третий президент Украины, Михайло Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, депутаты Верховной Рады Украины, дипломаты и политики из европейских стран, украинские политики, военные, общественные деятели, командиры батальонов народов Кавказа. Правительство Чеченской Республики Ичкерия наградило высокими государственными наградами председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука, советника главы Офиса президента Украины Михайло Подоляка и других политических деятелей, которые сыграли огромную роль и делают великое дело на высоком государственном уровне, чтобы правда и справедливость в отношении Чеченской Республики Ичкерия были открыты всему миру. Канал iNews готовит большой подробный материал о ходе этого исторического наиважнейшего события, которое вызвало существенный резонанс в Украине и за ее пределами. Мы покажем выступления спикеров, аналитические программы и интервью. Очень важно, на конференции была принята декларация, текст которой я зачитаю для вас в конце этого видео и опубликую тексты на 3 языках – украинском, английском и русском. Обязательно посмотрите до конца, чтобы составить для себя впечатление и мнение о степени важности произошедшего 1 ноября события в Киеве. А сейчас посмотрите фрагмент выступления премьер-министра Чеченской Республики Ичкерия Ахмеда Закаева. Этот фрагмент скажет вам красноречиво, насколько острые, злободневные, жизненно важные темы были затронуты на этой конференции. И вам станет очевидно, что эффект, на который рассчитывает Москва, запуская свою пропаганду и запуская свою агентуру на Запад в образе российских либералов и карманных представителей коренных народов России, нереализуем, потому что всем уже давно понятны трюки России, которые не менялись десятилетиями и видны всем, как уши зайца в цилиндре бездарного фокусника. Государственная Дума приняла такой закон, Путин этот закон подписал. И это происходило именно тогда, когда после убийства Аслана Масхадова Россия стала председательствовать G8. И лидеры
свободного мира, сильные мира всего находились в Санкт-Петербурге, когда Путин этот закон подписывал. А мы в Лондоне провели пресс-конференцию, там подписывался 2 закона. Первый закон, уравнивающий экстремистов, террористов, любого критика. И второй закон, позволяющий российским спецслужбам ликвидировать врагов государства, где бы они ни находились. Вот в связи с этим была наша конференция. Мы выступили и заявили о том, что Тони Блэр, тогдашний премьер-министр, который находился в Петербурге, Джордж Буш, который находился там же, мы обратились к ним, что этот закон принимается против вас. Это посягательство на суверенитет ваших стран. Вы станете жертвами этого закона. Не допускайте и не становитесь соучастниками вот этих акций. Однако на нас никто не обратил внимания. Тогда Буковский сделал заявление еще по одному случаю. Миллиарды, которые текут в Великобританию и в Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз, за этими миллиардами идет коррупция, схема, коррупционная схема, которая заразит Европу и европейских политиков. И что мы получили через 2 года? Через месяц мы получили террористический акт в Лондоне с применением радиоактивного вещества, где пострадали 1000 человек. 1000 британцев пострадали в результате гибели Александра Литвиненко и этого теракта, совершенного российскими спецслужбами. И через 2 года Шредер стал руководить компанией. Произошла шредеризация Европы. И вот что сейчас происходит? Ходорковскизация, или как это правильно сказать? Сегодня Ходорковский протащил этот закон в парламентскую ассамблею, и сегодня они набирают своих карманных представителей коренных народов. Опять подмена всех вещей и ценностей. Опять Россия появляется в парламентской ассамблее. Я сказал, Ходорковский по прокуратуре против него возбуждено уголовное дело по подозрению в причастности к военным преступлениям. После того, как он сам заявил о том, что он вспомогал ОМОНу, который совершал военные преступления. Поселок Алды, это общеизвестный факт, вырезан целый населенный пункт ОМОНом. Этот ОМОН финансировал Ходорковский. Однако сегодня он появляется в парламентской ассамблее и говорит, что Всевышний, небеса помогли ему открыть площадку Европы. А еще это никого не знает. Рамзан Кадыров сказал, тоже небеса ему помогли заработать миллиарды, которые он, продав свой народ, получает каждый день от Путина. Поэтому, ребята, теперь 3-й аспект. Украина и украинцы, дорогие мои. Я очень много сегодня, по-моему, высказал благодарность. Я очень хорошо помню ситуацию в овальном кабинете, когда Зеленского обвинили, что он недостаточно был благодарен. По-моему, я был достаточно благодарен по отношению к украинской власти и украинскому руководству. Но однако, то, что сегодня делается, это не вписывается ни в какие рамки. Ни в какие рамки. Украинцы, украинское уважаемое руководство, если вы сегодня пойдете на поводу тех, кто вам предлагает какие-то варианты, и вы боитесь сегодня, вы страхуетесь назвать вещи своими именами, от этого отношение русистов к вам, оно не изменится. В Палате лордов был человек один. Я проводил пресс-конференцию там, в Палате лордов, и там был один из наших, я не буду называть имени, не хочу его обижать. Когда ему дали слово и сказали, и спросили у него, вот что он считает, что происходит. И он говорит, вот в Чечне происходит гуманитарная катастрофа. В Чечне не хватает рабочих мест, 2008 год. Он говорит о каких-то рабочих местах, которых не хватает в Чечне, и как будто Чечня и война в Чечне произошла от нехватки рабочих мест. Я ему открыто сказал, дорогой ты мой такой-то, если ты рассчитываешь тем самым, что ты получишь визу в Россию, ты ошибаешься. Они тебе все равно не простят то, что ты в одно время очень ярко освещал события, происходившие в Чечне.
И я сегодня, обращаясь к руководству Украины, говорю: ребята, если вы надеетесь и рассчитываете на то, что Путин каким-то образом изменит свое отношение к Украине, украинцам и этому государству, вы ошибаетесь, это большое заблуждение. Мы сегодня являемся вашими союзниками. Чеченцы и кавказцы являются вашими союзниками. И мы готовы вместе с вами добиться того, чтобы эта страна перестала существовать как империя. Опять-таки я говорю не о развале России, не о хаосе, который нам угрожает. Это уже тоже в истории происходило, то, что сегодня Ходорковский, Милов, они начинают, встречаясь с европейскими политиками, если Россия развалится, то наступит такой хаос, такие ужасные войны, конфликты и сотни тысяч беженцев, которые придут в Европу. Ничего подобного не произойдет. То же самое было в свое время, когда Ильин оказался здесь. Они тоже говорили, это после распада России, они говорили, если там не будет сегодня поддержаны те, которые пришли к власти, большевики именно тогда и были приняты Западом. Именно благодаря вот тому десанту, который среди белой миграции чекисты заслали туда. И сегодня мы имеем один к одному ту же ситуацию, то же самое. Весь десант российский, который оказался в Украине или на Западе после 22 года, среди них 90% российская агентура, которые будут просто менять форму, но не суть и содержание. Для всех, кто сегодня хочет хорошей, правильной России, будущей, светлой, для них тест один. Независимость Чеченской Республики Ичкерия, признание, и признание границы Украины 91 года. И в дальнейшем вернуться к договору, федеративному договору, который был подписан в 1992 году на 10 лет. Обратите внимание, это специально, это для юристов. Этот договор был подписан на 10 лет. В 2002 году он должен был быть пролонгирован. Что не произошло? Путин в одностороннем порядке денонсировал этот договор. И поэтому вот эти субъекты, 20 с лишним субъектов, которые подписали в 1992 году договор федеративный, они сегодня имеют статус-кво. И с этого времени должна начать новое руководство России предлагать им, они хотят вступить в Российскую Федерацию, сохранить или нет, или хотят создать свободные государства. Вот это будет тест. Вот это будет дорожная карта для любой оппозиции. И поэтому мы с Олегом, с Ильей Пономаревым работаем в этом ключе. И мы никогда, ни при каких обстоятельствах не признаем тот фарс, который сегодня проходит здесь и поддерживается Европой. Киевская декларация о Северном Кавказе как рубеже безопасности Европы. Киев, 1 ноября 2025 года. Преамбула. Мы участники международной конференции «Северный Кавказ как рубеж безопасности Европы», собравшиеся в Киеве по случаю 3-й годовщины решения Верховной Рады Украины об осуждении временной оккупации территории Чеченской Республики Ичкерия, исходя из принципов Устава ООН, Хельсинского заключительного акта и Европейской конвенции по правам человека, подтверждая приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, признавая, что стабильность и безопасность Европы неотделимы от судьбы народов Северного Кавказа, принимаем настоящую декларацию. Первое. Видение и исходные положения. Северный Кавказ является критически важным звеном общей европейской безопасности. Системные угрозы, гибридная агрессия, милитаризация, репрессии, депортации, культурная ассимиляция, информационные операции имеют трансграничный характер и требуют согласованных международных ответов. Деоккупация, восстановление верховенства права и соблюдение прав всех народов Северного Кавказа – составные элементы долгосрочной европейской стабильности. Для Европейского Союза, Турции и Соединенных Штатов Америки свободный от российского гнета Северный Кавказ является гарантом политической стабильности Евразии через создание новых транспортных коридоров, установление мира на Черном море, сдерживание имперских судорог,
увядающей Российской Федерации, а также отсечение ее режима от экстремистского Ирана. Поддержка народов региона в их стремлении к свободе, безопасности и достоинству является неотъемлемой частью политики сдерживания и справедливого мира. В такой ситуации для западных политиков и экспертов критически важно начать рассматривать Северный Кавказ не через общероссийскую призму, а как самостоятельный макрорегион со своими особенностями, элитами и собственным будущим. Важно начать диалог с теми, кто имеет собственное видение будущего для региона, не завязанное на дальнейшем нахождении в тюрьме народов. Второе. Политические и правовые ориентиры. Участники поддерживают выработку и имплементацию поэтапной дорожной карты деоккупационной политики в отношении Северного Кавказа с 4 взаимодополняющими треками. Правовой – использование механизмов универсальной юрисдикции, документирование преступлений, поддержка обращений в международные суды и договорные органы, санкционные – расширение персональных и секторальных санкций за репрессии, военную мобилизацию, депортации и культурное уничтожение, гуманитарные – защита беженцев и переселенцев, поддержка политзаключенных, доступ к медико-психологической помощи, сохранение языка и культуры. Коммуникационные – противодействие дезинформации, поддержка независимых медиа и экспертной аналитики. Третье – обращения и рекомендации к Верховной Раде Украины в развитии постановления номер 2672-9 от 18 октября 2022 года для обеспечения функционирования ичкерийского государства в изгнании, признать гражданство Чеченской Республики Ичкерия, инициировать принятие Украины обязательств по представлению интересов граждан Чеченской Республики Ичкерия на территории третьих стран до момента международного признания Чеченской Республики Ичкерия. Обратиться к парламентам стран Европейского Союза и Великобритании, Конгрессу Соединенных Штатов Америки, а также к Европейскому парламенту с заявлением о необходимости поддержки ичкерийского национального освободительного движения. Предоставить Государственному комитету деоккупации Чеченской Республики Ичкерия официальный статус организации, ведущей национально-освободительную борьбу, и предусмотреть механизм регулярного парламентского диалога с ним. Активизировать борьбу межфракционных объединений по вопросам Северного Кавказа для системной работы с международными партнерами. К Европейскому парламенту, парламентам стран Европейского Союза, Великобритании, Канады, Конгрессу Соединенных Штатов Америки, а также к здравой части российских демократических оппозиционных сил, признающий независимость Чеченской Республики Ичкерия, а также поддерживающий постановление Верховной Рады Украины номер 2672-9 от 18 октября 2022 года, в первую очередь съезд народных депутатов Российской Республики. Поддержать парламентскую составляющую деоккупационной политики в отношении Северного Кавказа, в том числе путем принятия резолюций по правам народов Северного Кавказа, проведения публичных слушаний и миссий по сбору свидетельств. Содействовать установлению диалога с северокавказскими национально-освободительными движениями, а также созданию групп депутатов для коммуникации с такими движениями. Содействовать расширению санкционных списков и механизму мониторинга их исполнения в отношении ответственных за репрессии и депортации на Северном Кавказе, а также ответственных за использование военнослужащих уроженцев Северного Кавказа для совершения военных преступлений в Украине. К правительствам и институтам стран Европейского Союза, Великобритании, Канады и Соединенных Штатов Америки. Интегрировать северокавказскую проблематику в стратегические обзоры и планы сдерживания.
поддержать программы защиты прав человека, культурного наследия и языков народов Северного Кавказа, к академическому и экспертному сообществу, фондам и некоммерческим организациям стран Европейского Союза, Великобритании, Канады и Соединенных Штатов Америки. Создать экспертную сеть для активизации исследований по праву, безопасности и культуре Северного Кавказа, а также создать публичную мониторинговую панель Caucasus Watch для освещения нарушения прав человека в регионе. От имени участников конференции список подписантов: депутаты, представители правительств и парламентов стран-партнеров, лидеры общественных организаций диаспор, эксперты и исследователи. Киев, 1 ноября 2025 года.